Как сохранить зубы здоровыми? О последних разработках в области стоматологии чебоксарским врачам рассказали на научно-практической конференции, которая прошла на медицинском факультете Чувашского госуниверситета. Поделиться своим опытом в столицу Чувашии приехали специалисты из Казани, Нижнего Новгорода и Смоленска. Кариес – самый главный враг здоровья зубов россиян. Стоматологи подсчитали, от него страдают 8 из 10 подростков. Гость из Смоленска, профессор Александр Николаев, работает над тем, чтобы повысить эффективность лечения кариеса и других заболеваний твердых тканей зубов. Для чебоксарской публики он подготовил выступление-презентацию. Сегодня я буду рассказывать о том, как улучшить результаты проводимого лечения, о том, что к эстетической реставрации зубов надо относиться именно как к медицинской процедуре, ну и как избежать каких-то подводных камней, возможных осложнений и побочных эффектов. Профессор из Казани Саид Ксимбаев уверяет, методы профилактики кариеса и пародонтита, которые используют сегодня, безусловно, эффективны. Но дело в том, что детям не хватает жевательной нагрузки. Мы прекрасно знаем, что вся пища, которая сейчас выпускается, она является такой пищей, которая вызывает так называемую жевательную леность. То есть мы неосознанно выбираем пищу, которая не требует большой переработки. То есть те зубы и та зубочелюстная система, которые были у наших предков, она сейчас своей роли не играет. Поэтому идет ее редукция, идет снижение функций, а отсюда все заболевания. Саид Ксимбаев со своими единомышленниками разработал зубочелюстной тренажер для детей. Сейчас его производят в Казани. К слову, стоматологам из Удмуртии тренажер приглянулся. Его активно закупают для школьных зубных кабинетов. Главный врач городской стоматологической поликлиники Чебоксар тоже обратил внимание на разработку. Сегодня мы изучаем тот передовой опыт, который есть в регионах Российской Федерации. Вот, например, по тренажерам, только что я разговаривал с профессором Ксимбаевым, он говорит, что она введена в Удмуртской республике. Если она есть программа, наша задача съездить, посмотреть, совместно решить. Владимир Викторов рассказывает, это не первая подобная конференция в нашей республике. Только в нынешнем году стоматологи собирались дважды. Такая работа дает свои плоды. Специалисты из других регионов отмечают, что в Чувашии очень высокий уровень стоматологических услуг. Поэтому они стараются участвовать в подобных симпозиумах. Более того, до конца года планируют организовать новую встречу, посвященную профилактике зубных заболеваний. Виктор Вавилкин, Мария Николаева, Павел Иридков, Вести Чебоксары.